Все самое важное и интересное за эту неделю. Ни воды, ни канализации. Жители Яриги столкнулись с коммунальными проблемами. Мошенники не дремлют. Прямая линия с начальником отдела МВД Ухты. Вопрос открытый после слушаний. Совет все же принял изменения о жилье для участковых. Новое соглашение. Нефтяники подписали документ о помощи городу. И с викториной и солдатской кашей. В детском парке прошла игра «Мобилизация». Подробности прямо сейчас. Жители двух домов на Яриге столкнулись во время морозов с реальными проблемами в сфере ЖКХ. Так, в доме номер 5 по улице Октябрьской не было воды. Случился порыв, и под полом теперь каток. Во второй квартире здесь, мы в первой живем, во второй, лопнула труба воды. И она пошла под дом. И нам сюда вышла. И она буквально за ночь замерзла. Как раз ударили большие морозы. Было до этого 3 раза нас тоже затапливали. Мы, как могли, вышкрябывали вот этими там тазиками, ведрами, все это как бы делали. Потом опять, а тут на ночь мы ничего не смогли сделать, потому что мы уже встали, вот такая вот вещь у нас. Видимо, из-за замерзшей воды под зданием стены в доме начали трескаться. Вот эти обои. Сначала была вот эта дырка, вот рука уже туда, все отсюда сыпется. На следующий день, когда позвонили мы уже депутату Руденко, она пришла с какими-то людьми. Смотрим, а вот эта вторая уже, она уже до пола дошла. Дверь входную никак не открыть было, вот только сейчас мы немножко прокладку положили, чтобы как-то ее открыть, эту дверь. Она железная, ее не подпилить, не выйти из квартиры, не зайти. Жалуются тут и на отсутствие тепла. Холодно, несмотря на горячие батареи. В комнате холодно, потому что через стены они как сито, все выдувается. Летом нам затопило стену, там в той комнате шел дождь сильный, и все потекло. Я думаю, ну второй этаж, крыши же нету, там же люди живут. Оно просто в стену дождь, и все насквозь. Просто как губка стены уже. Если весной это все начнет таять, сейчас расширилось, лед замерзает, расширяется. А если начнет таять, оно все опять просто может дому так сложиться. Нам страшно тут жить. После порыва тут не было воды в течение 3 дней. Водоснабжение жильцам восстановили утром 11 марта, а вот их соседям в доме через дорогу повезло еще меньше. Там в одном из подъездов в морозы лишились не только водопровода, но и канализации. 21 февраля замерзла вода. Воду на следующий день пришли отогревать, не смогли отогреть. И затянулась эта проблема на неделю. Пока неделю не было воды, замерзла канализация. Потом пришли, отогрели воду, но канализация замерзла, естественно, водой пользоваться мы не можем. И в итоге опять вода замерзла. А потом, оказывается, что только 7 марта город узнал, что у нас нет воды. Сейчас и канализации нет. Так получается. И они не могут найти, сначала, наверное, там канализацию, чтобы подходила воду. Не могут трубу найти, мы не там копали. Ситуация осложнилась тем, что в доме часть квартир нежилые. Подпола нету. Вот. И еще плюс к тому же, в это вот по Октябрьской 2 не все проживают. То есть не все квартиры заселены. В результате что? Плохой проток воды. В результате получается примерзание. Ну и замерзание потом и воды, водопровода. Это самое было там замерзание, отогрели. И канализации в том числе. Обслуживающая организация сетует. В доме никогда не было капитального ремонта, соответственно, и трубы тут с 70-х. Тут уже трубам все, во всех домах здесь трубам все, они гнилые. К ним не подойти. Это полы надо скрывать во всех домах. Как вот это вот сделать? Жильцы не пускают. Нам жалко. Новые полы, ламинат лежит. Как вот это? Тут трубы не все гнилые. К ним даже не заварить ничего. Хомут ставишь, и тот хомут не держит. Хомут продавливает трубу. Это что? Это же там фольга. Как его менять? От проблемного дома ранее отказалась управляющая компания, был выбран непосредственный способ управления собственниками жилья и заключен договор с обслуживающей организацией, которая должна выполнять работы. Только вот она не совсем справляется. Например, замерзшую канализационную трубу спутали с другой, которую отогревали весь предыдущий день, пока нужную работникам не показали выехавшие на место представители УЖКХ. В самом управлении ЖКХ отмечают, ситуацию контролируют.
ситуация была под контролем. Каждый день выполняли, то есть пробовали выполнять НП-соцстрой. Там у них как управляющая компания, так скажем, которая обслуживает этот дом, да. То есть они каждый день работали, но не все, так скажем, у них получалось. А почему? Во-первых, старые дома, самих сетей, схем инженерных коммуникаций отсутствуют. То есть, чтобы избежать этой ситуации, нужно было ее предотвратить, тщательнее готовить коммуникации в межсезонье и не забыть об этом перед очередной зимой. Жильцам же необходимо контролировать этот процесс, ведь они сами непосредственно управляют домом. Соцстрой его лишь обслуживает. Но по-хорошему трубы стоит поменять. Такие работы запланированы тут по программе капремонта, но только через 10 лет. Собственники срок могут перенести совместными усилиями, процедуру можно уточнить в управлении ЖКХ, а еще можно признать дом аварийным, также после собрания собственников и заключения комиссии. На момент подготовки материала водоснабжение в части квартир восстановили. Канализацию отогревают до сих пор. В общественной приемной состоялась прямая линия на тему дистанционных мошенничеств. Ни для кого не секрет, статистика в сфере подобных преступлений неутешительная. При этом почти во всех случаях преступники находятся за пределами Коми. Только за текущий год в МВД зафиксировали 78 преступлений, совершенных посредством телекоммуникационной и информационной сети. Из этих 78 преступлений нами было раскрыто 25 преступлений, остальные у нас остаются нераскрытыми. Основные преступления в сфере IT-технологий – это кражи электронных денежных средств и мошенничество, совершаемое злоумышленниками. Мы провели анализ по способу совершения преступлений. На первом месте мы бы выделили так называемое мошенничество, совершенное кражи денег, совершенное с использованием звонков. Несмотря на то, что уже неоднократно населению говорили, как действуют мошенники, люди все равно верят, что им звонят сотрудники банка. Преступники используют подменные номера, очень похожие на номера финансовых учреждений, а еще подключают своих сообщников, которые могут представиться сотрудникам полиции, желающим помочь потерпевшему. Сотрудники банка при каких-то подозрительных операциях, проводимых по тому или иному счету, они не звонят гражданам. Они просто-напросто блокируют счет и блокируют перевод денежных средств. Ни в коем случае звонки не осуществляются. Уже потом, в последующем, после блокировки счета, гражданин уже сам обращается в банк и проводит все необходимые манипуляции. Сотрудники полиции точно так же ни в коем случае не звонят гражданам и не предлагают им оказать помощь, скажем так, в изобличении преступников. На втором месте по способам мошенничеств преступления, совершаемые при купле-продаже в интернете. Гражданину предлагают дешевый товар, ведут переписку на сайтах, после в мессенджерах, где направляют ссылку, которая может взломать как телефон, так и затребовать данные карты. Люди вводят их, после чего со счета пропадают деньги. Третий способ – ставки. Чтобы человек поверил, на сайте он может даже выиграть немного денег, но после потерпевшие, как правило, теряют крупные суммы. Граждане переводят до нескольких миллионов, после чего сайт просто блокируется. В администрации Ухты прошло очередное заседание Совета. В повестке дня было 9 вопросов. Все они были приняты без заслушивания, так как обсуждались депутатами ранее на постоянных комиссиях. На последний вопрос повестки все же получил комментарий от присутствующего на заседании руководителя администрации. Тема не новая, ее выносили на общественные слушания. Тогда положение об изменениях в устав муниципалитета не было принято. А все из-за вопроса предоставления служебного жилья участковым полиции. Администрация отмечает, изменения принять нужно и не по одной причине. Федеральный закон, который я буду безукоризненно исполнять. Вот при исполнении этого закона я хотел бы ссылаться не на федеральный закон, который там в Москве приняли, а на то положение совета, который наш примет, вот вы, если его примете, что это на основании решения нашего совета. То есть это коллегиально принятое решение нашей команды. По той информации, которая у меня есть, если я ошибаюсь, начальник полиции подтвердит, у нас не хватает 5 участковых. Завтра, послезавтра выйдут участковые, которые у нас обслуживают Водный, Гордеер, Веселый путь, Тобыс и Боровой. Встаньте, посмотрите какие.
Тоже, если мы не дадим какой-то стимул, чтобы этот человек пришел работать, а единственное, что сегодня можно дать, это жилье. Вы это прекрасно понимаете. И все бы ничего, если бы еще на общественных обсуждениях голоса собравшихся не разделились почти на 50% с небольшим перевесом в сторону противников данных изменений. Дескать, из-за полицейских пострадают очередники, которые ждут выдачи жилья годами. Люди пришли на последнее заседание Совета и с теми же вопросами. Ничего утешительного они не услышали. Советские времена прошли. И разные очереди поселков и организаций были в один момент слиты в одну очередь при администрации. Если раньше в администрации в те времена было 200-300 человек, остальные были в других организациях везде. Сегодня, когда это все закончилось, вся очередь передалась в администрацию. И сегодня эта очередь состоит, если он, допустим, к примеру, Шудаеки стоял первым, когда его передали в администрацию, он стал 101-м, это лучшим случаем, может даже 501-м. Почему? Потому что постановки на учет этого человека и дальше не брали. Плюс вот так у нас образовалась очередь из 3000 человек, которые сегодня нужно жилье. Также градоначальник отметил, что очередники ждут все же качественного жилья. Но в муниципальном фонде или квартиры без ремонта, или комнаты в общежитиях, которые не привлекают население, очередники от них отказываются. И тот факт, что муниципалитет будет предоставлять жилье участковым, никак не может изменить ситуацию ни в лучшую, ни в худшую сторону. Так что после эмоциональной речи руководителя администрации изменения все же решили в устав внести. Все присутствующие депутаты проголосовали «за». А глава города после заседания продолжил с собравшимся населением личную встречу. В администрации города прошло торжественное подписание соглашения между муниципалитетом и руководством крупного нефтеперерабатывающего предприятия. Процедура уже давно стала традиционной. Первое подобное соглашение было подписано в 2003 году. Но, как отметил руководитель администрации, последние годы горожане воочию могут увидеть результаты работы, которая проведена в рамках соглашения. Потому что раньше, да, такие же деньги приходили, да, я не говорю, там, Сабанту, где-то они оказывали помощь, там, но так вот, чтобы горожане сами увидели, какие-то объекты какие-то получали, конечно, помощь, но чтобы горожане видели результаты вот этого соглашения, вот это 2017 года. Это, как вы знаете, наша яблоневая аллея, это вот Придунова, которую мы в этом году поставим жирную точку. Но Алексей Иванов, гендиректор компании, градоначальника поправил. Все же на работах у памятника Придунову, первому нефтянику Ухты, будет поставлено троеточие. Вокруг еще предостаточно территории для облагораживания. Теперь там появится новая зона отдыха с детской площадкой. Помимо этого, средства, которые предприятие выделит для города, потратит и для помощи социальным объектам. Региональный оператор «Север», который отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами, рассказал о внедрении двухкомпонентного сбора мусора на территории муниципалитета. Речь идет о двух цветных контейнерах – серых и синих. В серое население будет собирать весь несортируемый мусор, в том числе пищевые отходы. Синий же будет предназначен для сортируемых фракций. В синий контейнер складывается пластик, бумага, в последующем, возможно, там какие-то, металлические изделия, для того, чтобы в конечном итоге можно было бы отсортировать на пунктах обработки твердых коммунальных отходов эти полезные фракции и, так сказать, как принято теперь говорить, дать вторую жизнь. Эксперимент может быть внедрен в недалеком будущем в любой Ухтинский двор. Как отмечает оператор, главное желание жильцов и готовность обслуживающих компаний. Обещают, лишних затрат еще один контейнер принести не должен. Цену вопроса составляют только расходы на проведение собраний и установку контейнеров соответствующих. То есть никаких дополнительных средств, в том числе региональному оператору «Севера», платить не нужно. Наоборот, все надеются на какое-то уменьшение. Да? Все-таки хоть как-то уменьшить возможность платы будет существовать за счет того, что норматив может быть снижен, за счет фактического определения объемов ТКО, которые вывозятся по контейнерам.
Эксперимент уже внедрили в Сыктывкаре на 2 контейнерных площадках. Когда мусорное ноу-хау придет в Ухту, сказать точно нельзя. Напомним, последние несколько лет в ухтинских дворах стоят контейнеры для сбора пластика. Но, как отмечают представители регионального оператора «Севера», объем отправленного на переработку мусора из них крайне мал. Во-первых, у людей еще низкая культура раздельного сбора, и в контейнерах для твердых фракций оказывается любой мусор. А во-вторых, из желтых контейнеров на переработку отправляют только ПЭТ-бутылки, например, пластиковые емкости из-под напитков. Они составляют примерно 1% от общей массы. В минувшую субботу, несмотря на утренний, далеко не весенний морозец, в детском парке провели военно-спортивную игру «Мобилизация». Проект не первый год организует молодежный совет Ухты. В прошлом году из-за пандемии ее пришлось отменить. Зато в этот раз игра прошла на ура с большим количеством участников и интересными заданиями на станциях. Основная задача – повеселиться. Ребята пройдут 8 различных станций. Это дети 7-8 классов школ города Ухты. Всего участвует 6 команд, по 6 человек, 36 детей. Задания для ребят были приготовлены совершенно разные. Поэтому главным организаторам помогают волонтеры одного из нефтедобывающих предприятий, а также объединение «Лазертаг», организация «Ухтаспас», Совет обучающихся УГТУ и Федерация военно-тактических игр. У кого-то из них на станциях ребятам нужно было показать физическую подготовку. Где-то, напротив, проявить смекалку и быстро ответить на вопрос викторины. Например, назвать цвета Андреевского флага или вспомнить 3 героев Советского Союза. Нужно было и умение разбираться в оружии. Рассказать именно о названиях. Правильно все названия сказать. Я лично сам знаю, потому что почти все, что здесь представлено, лично мое и Федерация военно-тактических игр Республики Коми, организации ухтинской. Здесь представлено около 20 видов оружия различного, как российского, так и советского. И ребята с этим смогли справиться. По итогу всех заданий 3-е место досталось команде из школы номер 18. Бронза оказалась у школы номер 7. Первыми стали ребята из 19-й школы. После игры все участники смогли отведать вкусной солдатской каши, которую приготовили прямо в парке на специальной передвижной кухне. Ну и получить заслуженные призы. В преддверии 8 марта на лыжной базе микрорайона УРМЗ провели массовую акцию «Лыжня России». В стране она состоялась уже 39-й раз, но если все остальные регионы бежали в начале февраля, то Ухте пришлось с масс-стартом под эгидой всероссийской акции повременить из-за морозов. Да и в начале весеннего марта, несмотря на ясную и солнечную погоду, минус давил под 20 градусов. Но разве это остановит настоящих спортивных энтузиастов? Да, я, в общем-то, спортом занимаюсь с детства. И в соревнованиях участвовала, таких областных. Так что нормально, люблю и до сих пор. Вот народ думает, идти, не идти. Мне 85 лет сейчас исполняется. Так что можно сходить. Дистанция для участников спортивных забегов 1 и 2 километра. Для масс-старта традиционно дистанцию выбирают в соответствии с годом. В этот раз она составила 2021 метр. Ребята зарегистрировали спортивные забеги, 200 человек, массовые, постепенно идут, получают нагрудные номера и будут принимать в них участие. Я знаю, что еще эти мероприятия проходят сегодня в поселке Шудаяк на лыжной базе «Сияние Севера» «Газпромтрансгаз» Ухта. Ну и мы провели давно, в начале февраля успели, 2 дня у нас было, провели начальную школу. Там уже приняло начальной школы 2000 человек по всему нашему району города Ухта. После забегов организаторы отметили, что в этот раз на акции участников было меньше, чем в предыдущие годы. Если в 19-м на лыжне УРМЗ их было порядка 700, то в этот раз регистрацию прошли всего 430 человек. Позже цифра вырастет. В нее внесут участников акции на лыжне Шудаяга.